В 1919 году в этот день на улице 3-я Грабиловка был задержан известный бандит Василий Шипилов по кличке Васька Черненький. В течение 2 лет он наводил ужас на город, совершив более 100 крупных грабежей, убийств и насилий. 29 августа 1939 года в Ленинград на гастроли прибыл коллектив Калининского драматического театра. На вокзале наших артистов встречали работники управления по делам искусств Ленсовета. Гастроли проходили на сцене Дворца культуры имени Кирова и продолжались 50 дней. Спектакли Калининского театра были очень тепло встречены взыскательной ленинградской публикой. Особенным успехом пользовались такие постановки, как «Человек с ружьем» и «Анна Каренина». В 1948 году в этот день в Ярославле началась конференция художников 7 областей Центра РСФСР, в которой приняли самое активное участие калининские мастера Спиранский, Первухин, Святогоров и Синяков. А на выставке, которая была приурочена к этой конференции, можно было увидеть около 200 работ наших земляков. 29 августа 1960 года первую из своих 2 завоеванных на Олимпиаде в Риме золотых медалей получила наша землячка Антонина Середина. Именно в нашем городе она впервые села в байдарку. С Калининым связаны ее первые спортивные успехи. Защищая честь нашего города, в 1956 году она завоевала серебро на спартакиаде народов РСФСР. Однако тренеров по гребле должной квалификации в нашем городе в ту пору не было, и Антонина Середина незадолго до Олимпиады в Риме уезжает в Москву. Однако ее успех на играх, где она стала первой на 2 дистанциях, в нашем городе расценивали как несомненный успех калининского спорта. А в 1965 году в этот день на недавно пущенном в строй Калининском полиграф-комбинате детской литературы была установлена первая ротационная 2-красочная машина. Все предполагалось установить на новом предприятии 9 таких машин. 29 августа 1996 года в наш город прибыл первый городской автобус производства концерна «Мерседес». Эти удобные машины, которые во многом позволили решить очень напряженную в ту пору в Твери транспортную проблему, стали поставлять в наш город по программе Всемирного банка развития. Ну а годом позже, в 1997 году, в киноконцертном зале на Рыбацкой в этот день прошел концерт известнейшей российской певицы Эдиты Пьехи. Как выяснилось, с годами поклонников у нее в нашем городе меньше не стало. Обнимать других